Ну і власне спадарства з матэрыялу адразу ў студыю Владзімир Жыгар Белпол ужо тут вітаю. Добрый вечер. Там гучыць такі момант, што Расія рыхтуецца да наступу, які мае адбыцца летам 2024, то бок вось-вось. Да. У мяне ўзнікла іншае пытанне. Пры такой колькасці тэхнікі, якую вы паказваеце ў гэтым расследаванні, яна проста шакуе. Ці гэта толькі гаворка можа ісці пра наступ, ці ўсё ж такі тут падрыхтоўка да чагосьці большага? Ну, по поводу этого мы еще в свое время скажем, естественно, всю информацию. Но здесь, да, мы первый раз, когда начали собирать все эти материалы, это был примерно конец сентября, начало октября 2023 года, когда мы увидели картину достаточно такую цельную, мы начали с нашими партнерами общаться, передавать эту информацию. И в один момент, да, мы сделали вот в конце сентября, начале октября вывод о том, что да, русские собираются наступать летом, там середина лета, может первая половина лета именно в Украине. Почему мы сделали такой вывод? Потому что практически все, что касается вот этого блока информации, там такая точка, это май 2024 года. То есть практически все о том, что мы сейчас говорили, должно было быть обязательно сделано к маю 2024 года. Это абсолютная хмара гэтых танкаў, БТРаў, якія вы паказваеце на графіцы ў гэтым матэрыяле, тое, што рыхтуецца. І ўсё гэта робіцца, ну, вядома, не можа рабіцца без удзелу самога рэжыму ў Беларусі пры такіх маштабах. Пры гэтым робіцца таксама праз фірмы пракладкі, якія з'яўляюцца ўвесь час. Вы ўвесь час паказваеце, яны ўвесь час з'яўляюцца, гэтыя фірмы. Ці ўвогуле ёсць нейкі эфектыўны спосаб змагання з гэтымі фірмамі-пракладкамі? Естественно, надо просто понимать вот всю картину целиком. Нельзя условно работать или общаться с партнерами, предоставляя им какой-то огромный список юридических лиц, где условно на какое юридическое лицо есть больше доказательств, на такое санкции вводятся. Нужно понимать всю цепочку, нужно понимать, куда направлять особенно усилия для того, чтобы вся цепочка разрывалась и деньги, которые вложены, например, в тот или иной участок этой цепочки, все это прогорало. И нужно сделать санкции, нужно ввести столько санкций, и такие мощные, и такие точечные, чтобы в определенный момент цена обхода этих санкций была настолько высока, чтобы они, режим Путина, режим там Лукашенко, не смогли потянуть вообще эту стоимость. Ну, весь час яны неяк усё ж такі цягнуць, і ўзнікае пытанне, вось вы ў часе гэтага расследавання штосьці прыпынілі, штосьці атрымалось сарваць у гэтых пастаўках? Начнем, например, с поставок абсолютных оптических энкодеров из Великобритании, которые собирались закупаться компанией Shenzhen 5G High-Tech Innovation. Праз Китай, так? Да. Когда мы узнали о том, что собирается вот, производиться такая закупка, мы сделали доклад в парламент Великобритании, мы еще поработали с определенными, скажем так, государственными органами, и эта закупка была приостановлена. То же самое, когда стало известно Тайваню о том, что опять-таки собираются закупаться определенные комплектующие в Тайване, Тайвань все вот эти связи прервал и увеличил на 15 раз штрафы для компаний, которые работают с Беларусью и Россией. Ну и тем более, если посмотреть, например, на санкционные пакеты там, от 5 декабря, последний европейский санкционный пакет и последний пакет Соединенных Штатов Америки, то, в принципе, там можно найти, наверное, 80% от всех героев данного фильма. Таксама, калі гляджу на ваше расследаванне, то узнікае думка, што вайна ідзе не толькі на фронце, яна вельмі важная і па-за фронтам. І тут дапамога беларусаў украінцам вельмі істотная. Ці вы таксама супрацоўнічаеце з афіцыйным Кіевам, ці яны атрымліваюць ад вас дакументы і дадзеныя? Ну, скажем так, у нас очень широкая география взаимодействия и... Конкретно ў гэтым кейсе? В этом и во всех остальных, потому что то, что мы сейчас показали, это, наверное, вот то, что мы показали в фильме, это 1, может быть, 1,5% от всей информации, которую мы имеем именно конкретно по данной информации, вот именно по вот этим прицелам. Ну, практически то же самое и по всей остальной информации. Мы работаем, у нас достаточно много различных контактов, мы не обо всем можем говорить. И те, которые люди думали о том, что Белпол снимает просто ролики, там, ёршики Лукашенко, это тоже важно, это тоже вызывает определенную реакцию. Ёршики Лукашенко — это скрадзеныя мільёны, мільярды у беларусаў, так что это не такие там ёршики. Есть такие мнения о том, что да, это тоже несерьезно. Ну, извините, мы не можем каждый раз показывать такую работу. Такая работа, как правило,
правило, должна всегда оставаться в тени. Сейчас мы просто перевыполнили наш план там, на 1%, стало 101%. Это все, что мы сейчас показали, это уже все, в принципе, отработанная информация. И все, что мы могли по ней, мы все это сделали. И то, что сейчас вот эти с Нового года начались нарративы, там, например, там, Америки, Украины о том, что вот русские будут наступать, в этом есть, надеюсь, и часть нашей работы, это тоже достаточно почетно для белорусов. Мы не остаемся в стороне, мы стараемся делать максимум в тех условиях, которые у нас, ну, в которых мы существуем, в которых мы живем. Вельмі важна таксама, каб гэта чулі ва ўкраіне, што барацьба беларусаў яна можа быць і вось такой, як яна выглядае. Вы гаворыце ў гэтым расследаванні, што ёсць маса дакументаў, якія не ўвайшлі, пра тое, што цяпер таксама нагадваеце. Ці гэта азначае, што фірм пракладак можа быць не толькі вось гэтыя, пра якія вы называеце, а іх можа быць маса яшчэ больш? Фирм прокладок именно как прокладок, вот, через которые и ведутся вот якія эти... гандлююць Их не так гэтым много. абсталяваннем В вайсковым? принципе, мы их знаем, их не так много. Фирм, которые помогают, так, как мы сказали в расследовании, то есть мы говорим, начиная от большого предприятия, заканчивая каким-то ИПшником, который делает какой-то болтик. То есть в Беларуси работает очень много на русский военпром. И Лукашенко это абсолютно устраивает, потому что в контексте того, что никому сейчас не нужны эти Амкадоры, МАЗы, там, Гомсельмаш, комбайны, они уступают Чаму даже... не зрабіць нешта вайсковае на гэтых прадпрыемствах? Главное заработать на этом деньги, потому что даже китайцы сейчас обыгрывают Лукашенко на основном рынке сбыта, то есть на территории России. И сейчас для того, чтобы не было простоев, чтобы не было какого-то социального взрыва, почему бы не использовать именно вот такое? И тут самый еще такой важный момент на самом-то деле. Это все, мы об этом не сказали в фильме, потому что это очень было бы долго подводить к этой информации, но все то, что вот сейчас мы показали в фильме, это инициатива Минска, а не Москвы. То бок Лукашенко зарабляе на вайне, і грошы крывавыя, не крывавыя, гэта для яго И не его мае никто об этом не значення. просил, он сам пришел с этими инициативами и сам придумал эти схемы, то есть условно режим, и сам же их реализовывает. И если вдруг не получается что-то реализовать, то очень серьезное нагоняя приходит из Москвы, потому что это вы сами захотели, вы сами сказали, что это сможете, ну так и выполняете. Але пры гэтым нібыта фармальна не ўдзельнічае ў вайне. Ці на захадзе у заходніх партнёраў складана з гэтай інфармацыяй прабівацца, каб вас чулі, каб вас разумелі, з чым вы прыходзіце? Это достаточно нелегко, особенно было поначалу, но здесь очень большая благодарность офису Светланы Тихановской и той работе, которую она делает, потому что первые вот такие важные контакты, первые связи давали они нам, а потом уже, как говорится, когда мы показывали партнерам то, с чем мы приходим, там люди абсолютно прекрасно понимали это, и мы начинали работать. Наша задача показать всем, что существует своего рода там, ось зла, где Лукашенко — это очень важный элемент. Потому что сейчас еще очень сильно два раза посмотреть, кто хуже, то есть, если смотреть именно с точки зрения войны, кто хуже, там, Северная Корея или Лукашенко. И это очень многие в Европе не понимают, что сейчас нужно бороться с Лукашенко здесь и сейчас. Потому что через некоторое время, возвращаясь к вашему там, первому вопросу в самом начале, что через некоторое время может быть очень сильно поздно. И мы все будем жалеть, что мы ничего с этим не сделали. Спадар Владимир, тое, што мы назіраем за гэтымі беларускімі прадпрыемствамі, мы гаворым, там жа працуюць не толькі навукоўцы і тыя, хто распрацоўвае гэта ўсё, там працуюць рабочыя, якія гэта ўсё робяць. Ці гэтыя людзі не разумеюць, у што яны гуляюць? Ну, с одной стороны, скажем так, я уверен, что все там понимают, но там есть те люди, которые, в общем-то, нам и помогали собирать весь этот материал, объясняли некоторые нюансы, которые... У нас нет инженеров, которые бы понимали эти чертежи, потому что это было достаточно сложно, и нам люди оттуда помогали. Но да, люди там работают, они там все это прекрасно понимают, поэтому это законная цель до санкций. Ну, здесь нужно вырастать с коротких штанишек, нужно понимать, что вообще происходит. Усе гэтыя прадпрыемствы. Ну, а что поделать? І гэта таксама дае нейкую надзею, бо вы самі пра гэта гаворыце, што ёсць людзі, якія вам адтуль даюць інфармацыю. Гэта азначае, што людзі ўнутры сістэмы не такія прасістэмныя, як рэжым хацеў бы.
Ну, конечно же, потому что, ну, там люди, там многие все прекрасно понимают. Они не могут сейчас выйти, там, условно, сломать какой-то станок и сделать такую забастовку. Нет, это нельзя. Это чревато очень серьезными последствиями. Но помогать, объяснять. И были те, которые не давали никакой информации, скажем так, в каких-то носителях, типа чертежей, но они объясняли принцип, они объясняли, как это все строится. Яшчэ б гэтыя людзі перасталі рабіць гэтае ўзбраенне, якія дапамагаюць забіваць украінцаў. Дзякуй за гэтую размову. Владзімир Жыгар, Белпол, гаспадарства раю на YouTube-канале Белполу. Паглядзець абавязкова гэтае расследаванне.